Здравствуйте, дорогие ребята! Меня зовут Тонканова Заурежан Ахметовна. Я учитель русского языка и литературы в Шаральской казахской гимназии. Хочу пригласить вас на свой урок в 5 классе. Посмотрите на экран. Эти картинки связаны одной темой. Что же это за тема? Назовите одним словом. Конечно же, это слово «спорт». Как видите, мы смогли определить тему урока. Сегодня мы начинаем новый раздел, который называется «Мы выбираем спорт». Тема урока «В здоровом теле здоровый дух». Цели урока. Мы должны с вами научиться определять основную мысль текста на основе вопросов, а также научиться соблюдать орфоэпические нормы. А сейчас откройте, пожалуйста, учебники. Страница 73, упражнение 460. Вам нужно собрать пословицы, используя слова-помощники, которые находятся внизу. Подумайте, ребята. Давайте теперь попробуем собрать их вместе. В здоровом теле здоровый дух. Чтобы здоровым оставаться, нужно спортом заниматься, со спортом дружить, здоровыми быть. Здоровье дороже богатства. Вот мы и собрали пословицы. Я думаю, что вы все успешно справились с этим заданием. На странице 124 в разделе «Ваш помощник» у нас есть определение, что такое синтаксис, пунктуация, предложение. Синтаксис – это раздел науки о языке, в котором изучаются словосочетания, предложения и правила их построения. Пунктуация – это раздел науки о языке, в котором изучается система знаков препинания и правила их постановки. Предложение – это основная единица синтаксиса. В зависимости от цели высказывания предложения делятся на повествовательные, вопросительные, побудительные. В повествовательных предложениях сообщается о чем-либо. Например, ребята идут в школу. В конце таких предложений ставится точка. Вопросительные предложения содержат вопрос. Например, какое время года тебе нравится? В таких предложениях в конце ставится вопросительный знак. Побудительные предложения. В них выражаются просьба, совет, приказ, побуждение к действию. Например, подай, пожалуйста, пальто. По эмоциональной окраске данные предложения делятся на восклицательные и невосклицательные.
Некоторые предложения произносятся с восклицательной интонацией, поэтому они и называются восклицательными. Главное, это надо научиться правильно их произносить. У Михаила Львовского есть песенка о зарядке. Текст этой песенки есть у вас в учебниках. Послушайте, пожалуйста, аудиозапись этой песенки и подумайте над вопросами, которые у вас на экране. Как вы думаете, о чем этот текст? Какова тема текста? Какова основная мысль автора? Даже не жара, удивляются даже доктора. Почему я не болею, почему я здоровее всех ребят из нашего двора? Потому что утром рано заниматься мне гимнастикой не лень. Потому что водою из-под крана обливаюсь я каждый день. Грудный зад, не надо нам урок. Сделал я все, что надо, точно в срок. Я водил гулять братишку, я читал смешную книжку и успел ответить на готов. Потому что утром рано заниматься мне гимнастикой не лень. Потому что водой из-под крана обливаюсь я каждый день. Я дела выбираю потрудней, я задачи решаю посложней. Я повсюду поспеваю, я усталости не знаю, и звучит моя песня веселей. Потому что утром рано заниматься мне гимнастикой не лень. Потому что водою из-под крана обливаюсь я каждый день. А теперь мы должны выполнить задание к тексту. Определить тему текста, определить основную мысль текста. Я надеюсь, что вы справились с заданием и правильно определили тему и основную мысль текста. Тема текста – спорт. Основная мысль текста – это то, что автор хочет нам рассказать о пользе спорта, что необходимо заниматься гимнастикой, зарядкой, чтобы быть здоровым. Таким образом, мы достигли цель нашего урока, определили основную мысль текста. А теперь откройте учебник. На странице 77 упражнение 468. Необходимо определить, какие это предложения. Для этого вам нужно заполнить данную таблицу. Нужно просто поставить нумерацию предложений. Внизу стоят предложения. Каждое предложение, возле каждого предложения стоит свой номер. Например, возьмем первое предложение. Ты читал рассказы Виктора Голявкина о жизни ребят? Это первое предложение стоит под номером 1. Значит, это предложение содержит вопрос, поэтому цифру 1 мы заносим во второй столбик. Дальше попробуйте сами. Я надеюсь, что вы справились и с этим заданием. А теперь давайте попробуем вместе. Второе предложение. Мне понравился рассказ Голявкина «В любом деле нужно уметь работать». Это предложение содержит в себе сообщение. Стоит оно под номером 2. Поэтому цифру 2 мы заносим в первый столбик. Следующее, третье предложение. Прочитайте обязательно рассказ Голявкина «Команда». Это предложение выражает совет. Поэтому и стоит оно под номером 3. Поэтому цифру 3
мы ставим в третью колонку. Дальше. Расскажите нам, пожалуйста, о писателе Викторе Владимировиче Голявкине. Это предложение содержит просьбу, и стоит оно под номером 4. Поэтому цифру 4 мы заносим также в третью колонку. У меня есть книга «Разрешите пройти» Голявкина. Это предложение содержит в себе сообщение, и оно стоит под номером 5. Поэтому цифру 5 мы заносим в первую колонку. Дай, пожалуйста, прочитать эту книгу. Шестое предложение выражает просьбу. Поэтому цифру 6 мы заносим в третью колонку. Надеюсь, ваши ответы были такими же. Так как тема нашего урока связана со спортом, мне хочется немного остановиться на названиях новых видов спорта. В последние годы появилось очень много названий новых видов спорта. Виндсерфинг, скейтборд, фристайл, бобслей, а также различных форм проведения досуга: боулинг, дайвинг. Эти слова часто встречаются в журналах, в телевизионных передачах. Необходимо правильно ставить ударение в этих словах, чтобы правильно их произносить. Таким образом, я думаю, что мы достигли целей нашего урока. Мы научились определять основную мысль текста, а также соблюдать орфоэпические нормы. А теперь, ребята, запишите домашнее задание. На странице 76 укажите верные и неверные ответы. Удачи вам всем!